Знаете кино «50 оттенков серого», так вот у аллергии намного больше оттенков, не 50, наверное, даже не 150, а намного больше. Потому что существуют различные виды аллергии на домашних животных, на бытовую пыль, на лаки, краски, на цветущие растения. Вот сколько цветущих растений, столько аллергий. Сколько химических составляющих, порошков, там, гелев. У некоторых людей гели, да, у некоторых людей даже на крема аллергия, на парфюмы. Вот сколько парфюмов, столько может быть видов аллергии, потому что может быть на какой-то конкретно, может быть там на какую-то смесь, на букеты, на ароматы. Также аллергия на холод, на перепад температур, на значит, на продукты питания. Вот сколько продуктов питания, на каждый может быть аллергия. Вот именно поэтому аллергия — это психосоматическое заболевание. Ваша психика, когда там была психотравма, так говорят в психологии, да, произошла психотравма, это какое-то травмирующее событие, либо стресс, либо вот, какой-то реальный страх, там машина едет или какое-то вот дикое животное выбегает, да, из-за угла, например. И в это время вы вдыхаете там какой-то аромат или кушаете яблоко. И вот это ваш организм связывает вот эту психотравму с тем, что вы или нюхаете, или вкушаете, или трогаете. И потом на это у вас аллергия, потому что ваше тело вас таким образом защищает. Оно не хочет, чтобы вы погибали в натуральную, значит, в натуре, да, скажем так. А вот можно поплакать, сопли попускать, быть опухлым, одутым, вот с покраснениями. Лучше так вот реагировать на какой-то аллерген, да, чем вот по-настоящему переносить еще такой стресс. Поэтому современная психология, психосоматика с этим справляются. У меня очень много кейсов, у меня большой опыт, у меня очень хорошие результаты, поэтому приглашаю на бесплатную консультацию, могу помочь именно вам.